Здравствуйте, друзья! Вы можете помнить меня по тем временам, когда я была ведущей нашего любимого Вувна. Привет, друзья! Это Вувн! Всем привет! С вами Вувн! Всем большой новогодний привет! Привет всем! Соскучились? Сегодня я вернулась. Однако не для того, чтобы поделиться последними новостями из жизни университета. С этим успешно справляются новые талантливые ведущие. Я здесь ради необычного и непростого дела. Обо всем по порядку. Вот такое сообщение пришло в редакцию учебного телевидения. Здравствуйте, я учусь в группе Института гуманитарных наук. У нас через 2 недели экзамен, а билетов к нему нет. Преподаватель все еще не отправил. Вы знаете, что делать в такой ситуации? Когда мы узнаем вопросы? Пожалуйста, анонимно. Да, случай спорный. Что делать, мы, признаться, не знаем, но для этого я сегодня здесь. Я выясню, как поступить автору сообщения и когда преподавателям стоит вообще скидывать вам билеты. Вооружаемся микрофоном, блокнотом или заметками в телефоне и отправляемся проводить журналистское расследование. Для начала давайте я объясню, что вообще нам предстоит делать. Журналистское расследование – это такая работа, которая проводится, во-первых, по инициативе корреспондента, во-вторых, на важную тему. Первые 2 пункта у нас совпадают. В-третьих, цель расследования – помочь людям выяснить определенную информацию, даже если кто-то эти сведения скрывает. В нашем университете от нас никто и ничего, конечно же, намеренно не утаивает. Мы просто можем чего-то не знать. Давайте продолжать. Журналистское расследование готовит в несколько этапов. Первый из них – составление плана действия. В наш блокнот или в заметке в телефоне мы записываем: поговорить с дирекцией, побеседовать с учебно-методическим центром, провести юридическую экспертизу, но не будем забегать вперед. Второй этап носит название «Сбор первичной информации». Нам необходимо узнать ответ на наш вопрос в открытых источниках. Например, спросим кого-либо из студентов. Когда преподавателям нужно отправлять студентам билеты к экзаменам? Но я считаю, что преподаватели должны отправлять билеты к экзаменам как минимум за месяц, потому что время на подготовку тратится довольно много. Необходимо не только написать все ответы, но еще и что-то выучить, что-то прочитать, что-то узнать. Но на самом деле, как показывает практика, обычно хватает дня 2-3, потому что мы все любим откладывать все на последний момент. Я думаю, что отправлять билеты нужно, когда началась вот эта дисциплина, чтобы ты сразу понимал, сколько тебе нужно будет времени, что вообще нужно делать, какие там билеты. Итак, взгляды студентов, то есть первичную информацию мы собрали. Время переходить к этапу номер 3 – работа с источниками. Сейчас мы узнаем мнение экспертов в данной области. Отправляемся в учебно-методический центр нашего института. Экзаменационные вопросы и задания формируются в некие билеты. Однако точные сроки конкретные, они в положении нигде не прописаны. Но, тем не менее, если вы не получаете заданий каких-либо, которые предполагаются у вас, что будут на экзамене, или же вопросы, то рекомендуется в первую очередь уже начать трясти старосту с просьбой: «Господи, пожалуйста, свяжись для получения этих билетов», и чтобы уже староста начал трясти непосредственно преподавателя. Следующий пункт – поговорить с дирекцией. Отправляемся сюда. За сколько времени до экзаменов преподавателям нужно скидывать студентам билеты? По их усмотрению, не ранее, чем за месяц. А если такая ситуация, что осталось 2 недели до экзамена, а билетов у студентов до сих пор нету, куда им обращаться? Обращаться к старости, староста должен все знать, он с преподавателями контактирует. Этап 5. Юридическая экспертиза. Любое журналистское расследование не может считаться полноценным, пока его не проверят квалифицированные юристы. Сегодня в роли знатока права у вас я. Я просто пишу выпускную квалификационную работу по правовым аспектам. Хотя для расследования покрупнее вам будет лучше взять специалиста более высокой квалификации. Итак, нам необходимо оценить расследование с точки зрения норм следующих законов. Конституция нашей страны, Уголовный и Гражданский кодексы нашей страны и закон о СМИ. В последнем законе, кстати, журналисты узнают свои основные права, например, право снимать вот это видео, и обязанности. Среди важнейших обязанностей для нас это обязательная проверка любой информации на достоверность и сохранение в тайне источников информации. Мы с вами ничьи фото и видео не использовали, информацию о преподавателях не придумали, а узнали у экспертов.
Эксперты, в свою очередь, согласились открыто помочь нам с расследованием. А вот источник информации, который пожелал остаться анонимным, то есть авторы сообщения, мы вам не раскрыли. Следовательно, мы соблюдали все нормы закона. Последний этап расследования – соединение фактов и вывод. В учебно-методическом центре и дирекции института мы узнали, что у преподавателей нет четкой даты, когда им нужно отправлять билеты к экзаменам. Студенты, однако, хотели бы видеть эти вопросы пораньше. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что если у вас осталось 2 недели до экзамена, а билета все нет, не волнуйтесь. Просто попросите старосту поговорить с преподавателем. Если в ближайшее время вопросы у вас так и не появятся, пишите нам, мы разберемся. Ну или вы сделаете это сами. Вы ведь теперь умеете проводить журналистское расследование, а мы желаем вам удачи и хорошей сессии.